Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба, и в начале выпуска коротко о главных темах дня. Опасности нет. Как попали в море мертвые домашние животные и можно ли сейчас купаться? Новая опция. На сайте Министерства по налогам и сборам появился личный кабинет налогоплательщика. Дань подвигу. Героизм братских народов в борьбе с фашизмом обсудили представители научного сообщества и общественные деятели. Мечты сбываются. 60 тысяч петербургских выпускников и около 10 тысяч молодых людей из разных регионов России и городов ДНР приняли в ежегодном праздничном гулянии «Алые паруса». Абхазское морское пароходство во взаимодействии с пограничной и таможенной службами Абхазии отработали механизмы досмотра пассажиров при высадке и посадке на круизный лайнер «Князь Владимир». Генеральный директор Абхазского морского пароходства Даур Ардзенба проинформировал премьер-министра Александра Анкваба о запуске проекта в рамках сотрудничества с российской компанией-оператором «Черноморские круизы». В настоящее время круизным теплоходом «Князь Владимир» осуществлен тестовый заход в порт Сухума. Руководство Абхазского морского пароходства отрабатывает с уполномоченными учреждениями и компаниями республики организацию досуга туристов, экскурсионные маршруты и культурно-развлекательные программы. Премьер-министр подчеркнул важность расширения сотрудничества с российскими компаниями в сфере туристской индустрии. На днях в соцсетях появилось видео, на котором туши мертвых домашних животных выбрасывает на берег. В связи с этим жители и гости столицы обеспокоены состоянием морской воды. Как могли попасть в море эти животные и опасно ли сейчас купаться, выясняла Гугуца Вардания. Купальный сезон в Абхазии открылся в середине июня. Вместе с этим на республику обрушились ливни и масштабные селевые потоки. Сразу после этого в море были замечены туши мертвых животных. Жители и гости республики обеспокоены состоянием морской воды. За комментариями мы обратились в санитарно-эпидемиологическую службу. Откуда именно на берег Сухумской бухты принесло мертвых животных, специалисты сказать затрудняются, но подтверждают, что это локальная проблема. Возможно, сказались последствия ливней, которые нанесли огромный урон жителям сразу двух районов республики, когда пострадали дома, хозяйства и скот. Даже сейчас в реках сохраняется высокий уровень воды. В высокой степени вероятности это сельскохозяйственные животные, которые утонули в процессе подъема воды в реках. Все знают, что у нас этот месяц был очень дождливый, что были наводнения локальные, да, локальные сходы селей. И поэтому животные, которые перемещались свободно, вполне могли попасть под такой разлив и, соответственно, утонуть. На берег выбросило 5 поросят и 1 теленка. Они были убраны незамедлительно сотрудниками спецавтохозяйства. По словам специалистов, в море туши животных пробыли не более суток. Разложиться не успели, а это значит, опасность распространения вредоносных бактерий минимальна. Зачастую море выбрасывает на берег и более вредоносные вещи, особенно после шторма, утверждает Беляева. Связано это с загрязнением устья рек, в которые человек выбрасывает мусор. На некоторых водоемах даже образовались свалки. Все это течением уносится в море. Поэтому еще раз, в очередной раз обращаюсь к нашим гражданам. Пожалуйста, не засоряйте реки. Берегите реки, берегите море, берегите нашу природу. После шторма вот просто посмотрите, что выбрасывает море. А откуда это попадает? Из рек. И в устьях наших рек, в месте впадения реки в море, мы купаться не рекомендуем. Хотя там обычно и нету таких пляжей, никто особо и не купается, но тем не менее дополнительно просим в устье реки Беследка, допустим, не стоит купаться. Но река Дябша, она выходит на территорию порта, там, в общем-то, купаться не получится. Но тем не менее, вот эти зоны, они у нас самые грязные всегда. Мы берем в устьях рек
воду, и мы всегда видим превышение по санитарно-показательной флоре. Превышение очень серьезное. Пробы воды берутся еженедельно, и не только в устьях рек. Специалисты СЭС также проверяют морскую и питьевую воду. Последние исследования до появления животных в море вредоносных бактерий не выявили. Многие также опасаются последствий прорыва дамбы на Каховской ГЭС, ведь Днепр впадает в Черное море. Однако, по словам специалистов, жителям и гостям Абхазии беспокоиться не о чем. Мы прикрыты от устья Днепра Крымским полуостровом. Морские течения в Черном море, там не секрет, вон карту можно открыть, посмотреть, идут так, что направлены не в сторону Абхазии, а в противоположную сторону. То есть в первую очередь это все принесло бы Румынии, Болгарии, Греции, потом Турции, потом Грузии, потом только нам. Что касается качества питьевой воды, то, по словам Аллы Беляевой, ее лучше кипятить. Вода, конечно, имеет свойство быстро очищаться, однако не всегда результаты проб удовлетворительны. Загрязнения происходят в основном в период ремонтных работ на водопроводных сетях. Значит, по поводу все нормально. Иногда бывает и ненормально, когда происходит порыв на водопроводной сети, особенно если пострадала труба достаточно большого диаметра, от 100 мм и далее, то пока воду не отключили, она может загрязняться. Точнее, когда отключили воду, начинают ремонт, да? Либо вырезают кусок трубы, вваривают новый, либо наставят хомут или заваривают, ну там в зависимости от объема повреждения. В процессе этих работ труба же текла, то есть там полно вот этой воды. И вода, смешанная с землей, может попасть в трубу. Избежать этого нереально. Поэтому я всегда прошу наше население: для питья используйте кипяченую воду. Это надежнее всего. Если вам хочется не кипяченой воды, пожалуйста, у нас в магазинах сейчас продаются в больших бутылях вода наших местных производителей. Она абсолютно нормальна. Анализы этой воды делаются регулярно. Пейте тогда эту воду. Либо, если кто-то транспорт имеет, прочее, может поехать на источники, тоже они нами контролируются, набрать воды оттуда. Последний, недавно мы совсем проводили контроль Мерхиульского источника, и там, где у нас люди любят брать воду в Бабушарах по ходу на аэропорт. Там тоже мы отбирали воду в этом источнике. Вода нормальная. Можно брать, можно пить. Как утверждают специалисты, если подобные ливни пойдут вновь, то случаи появления в море туш животных могут повториться. Последние результаты проб морской воды будут известны вечером 26 июня. Хотя, по мнению Беляевой, с большой вероятностью ничего опасного обнаружено не будет. Гугу Цавардания, Заур Кварча, Абхазское телевидение. На сайте Министерства по налогам и сборам появился новый информационный ресурс – личный кабинет налогоплательщика. Теперь, чтобы сдать отчетность, не нужно посещать налоговый орган, а можно сделать это в режиме онлайн. Какие еще преимущества у новой опции, расскажет Асида Малия. Личный кабинет налогоплательщика, который можно создать на сайте Министерства по налогам и сборам, разработан для повышения качества услуг ведомства. Ведь для того, чтобы, к примеру, сдать отчетность юридическим лицам, ранее приходилось заполнять форму на бумаге, предоставлять в налоговый орган и ожидать начисления. В 2021 году уже был реализован подобный продукт. Это личный кабинет индивидуального предпринимателя. Данный сервис, он продолжает свою работу и на сегодняшний день, им активно пользуются. Хотелось бы отметить, что на 2023 год 30% налоговых деклараций, сданных индивидуальными предпринимателями, которые состоят на общем режиме налогообложения, это налоговые декларации были сданы посредством использования личного кабинета.
Также мы подметили для себя, что эти 30% пользователей личного кабинета, они являются постоянными пользователями. То есть налогоплательщик, который единожды сдал декларацию через личный кабинет, он остается постоянным пользователем, не возвращается к предыдущей форме сдачи отчетности, то есть не сдает ее лично в инспекцию, а сдает ее онлайн, не выходя из дома. В будущем у нас планируется, что данный личный кабинет налогоплательщика, он будет единой платформой для всех категорий налогоплательщиков. Наряду с тем, что данная услуга позволяет решать ряд задач в режиме онлайн, декларация еще и интеллектуальная. Главный инспектор управления информационных технологий министерства Тенгиз Ангваб в пресс-центре абхазского телевидения рассказал подробно о преимуществах нововведения. Здесь такую немалую работу берет на себя машина, которая будет рассчитывать те или иные показатели. Соответственно, если мы знаем, что декларация состоит из 6 разделов плюс еще приложений, то можно уже сразу отметить, что, например, первый раздел не будет налогоплательщиком заполняться вообще. Все, эту задачу берет на себя машина. Налогоплательщику нужно будет заполнять только те показатели, которые заполнены таким сероватым цветом. Соответственно, как вы можете видеть, это уже как минимум половина декларации, можно сказать, будет рассчитана машиной. Я могу вбить любое число для расчета налога, и в дальнейшем от того, что я заполню всего лишь 2 строки, уже заполняется и сумма налога, заполняется первый раздел. Далее, если я заполню те или иные показатели по контрагентам, по организациям, которые являются контрагентами для данного юридического лица, то это будет происходить состыковка информации у нас в налоговой базе. Применение личного кабинета налогоплательщика известно в ряде стран, и, как показала практика, он существенно упрощает задачу налогоплательщиков. Инспекторы на примере уже существующего кабинета юридического лица визуально продемонстрировали его в работе. По словам ведущего инспектора управления информационных технологий Мадины Ахба, на официальном сайте ведомства есть подробная инструкция по использованию личного кабинета. Таким образом, желающие упростить налоговые операции могут ознакомиться с тем, как просто и удобно заполнять декларации онлайн. Более того, личные данные пользователей будут под многоступенчатой защитой. В личном кабинете налогоплательщика на данный момент доступны такие разделы: сдача налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и просмотр карточки лицевого счета. Инспекторы ведомства уточнили, что введенные новшества в технологических функциях сайта являются лишь предложением для налогоплательщиков, а не обязательством. Асида Малия, Абхазское телевидение. В Ткачале продолжаются работы по благоустройству города. Завершена укладка тротуарной плитки на пешеходной части моста через реку Алзга. Подходит к завершению и реконструкция Центрального парка. Все подробности в материале Лауры Капш. Парк Ткачала – излюбленное место отдыха горожан. И в последнее время здесь заметны кардинальные изменения. Широкая центральная и боковые дорожки покрыты двухцветной тротуарной плиткой. В парке установили детский игровой комплекс, фонари для вечернего освещения, лавочки, мусорные урны, а также столы для игры в настольный теннис. Обновлена детская площадка. По мере проведения ремонта появляются дополнительные работы. Так, например, из-за повышенной влажности пришлось поднять землю на 40 сантиметров. И лишь потом класть брусчатку, отметил Исидор Дочья. Сметная стоимость примерно около 10 миллионов рублей. Это было заложено в бюджет, это с республиканских денег. Но мы потратили здесь уже более 15 миллионов рублей. Вот как видите, последние штрихи, это щебень завезли на 200 с чем-то тысяч рублей. Нам приходится потом разровнять и потом травку посадить, чтобы это было красиво, удобно. Ночью здесь очень красиво, знаете, весь город фактически собирается здесь. Теннисные корды смогли поставить. Дополнительно тоже это в смету не входило.
принципе. То есть от 10 миллионов мы добрались до 15 с чем-то миллионов рублей. К 30 сентября текущего года также планируется реконструировать в парке фонтан, который начали строить еще в 80-х годах, но из-за военных действий не завершили, отметил Исидор Дочья. На восстановление фонтана по смете заложено 35 миллионов рублей, 20 из которых выделено из республиканского бюджета. Основные деньги собственных средств здесь должны искать. Дальше у нас лестничная площадка, соединяющая нижняя площадка, верхняя площадка нуждается в реконструкции. Надеемся, до конца года мы ее приведем в порядок. Перспектива у нас еще стадион. Фактически у нас мы остались без поля, дети не могут играть в футбол. Нам пообещали помочь друзья. Мы проведем подготовительные работы. Это немножко для нас неподъемное, но, надеюсь, правительство, президент пообещали. Надеемся на премьер-министра, что помогут. И мы до конца года у нас будет стадион, где, может быть, в следующем году будем участвовать на чемпионате Абхазии. В этом году мы запустим шахты, там более 1000 рабочих мест. То есть пообещали 1 миллион тонн добычи в год. То есть существенно поменяет ситуацию в Каршеле. Они должны были асфальт положить до водопадов, Акарманское шоссе. У нас это пока не получается. Надеюсь, в течение месяца пообещали, начнется покрытие асфальта в этом направлении. Тогда поток увеличится, и какую-то копейку у нас все равно будет впадать в бюджет города Корчалта. Также завершены работы по замене кровли пятиэтажного дома номер 1 по улице Горького. Крыша здесь не ремонтировалась более 20 лет. Из-за высокой влажности и дождливой погоды старый шифер лопнул. Вода стала просачиваться в квартиры жильцов. На сегодняшний день покрытие крыши профнастилом уже завершено. Пятиэтажный дом заселен на 80%. Начали мы 2 марта. Крыть эту воду. Проблема была, текла. Был старый шифер лежал, он лопнул весь, лопаться начал, и жалобы жильцов, что течет. Работы выполнены на 98%, крыша закончена, осталось водосточные трубы опустить, и все, мы подадим последний акт завершения этой работы. Профинансировано 2 миллиона 899 тысяч. И остаток, наверное, я надеюсь, что нам доплатят. 50% уже проплачено. И работа закончена. Работы по замене кровли проводила фирма «Стройдом». На эти цели было выделено более 6 миллионов рублей из республиканского бюджета. Площадь покрытия 1464 квадратных метра. Лаура Капш, Заур Кварча, Абхазское телевидение. В Гале идут работы по очистке ливневой канализации. Работы проводятся силами управления городского хозяйства. Все подробности в материале наших коллег из Гал-ТВ. Нередко во время сильных дождей в Гале затапливает частные дома и приусадебные участки. Для решения этой проблемы работники управления городского хозяйства на нескольких улицах начали работы по очистке ливневых канализаций. В УГХ поступает много заявлений от жителей. Мы стараемся реагировать на все заявления. Хотя у нас очень слабые возможности, мы рассматриваем все заявления и распределяем по службам. И делаем все возможное, чтобы помочь людям. Особенно во время сильных ливней страдают горожане, живущие вблизи рек. Они выходят из берегов и затапливают дома. Ливневки также нередко бывают причиной затоплений, хотя их функция – вывод дождевых и талых осадков. Но из-за того, что ливневки часто забиваются и воде некуда выйти, происходит затопление частных участков. Семья Гигич-Гириная сталкивается с проблемой подтопления уже более 30 лет. Но в последнее время она обострилась из-за старой ливневки, которая не справляется с дождями. Ливневка закрытого вида и пролегает под землей. До нее сложно было добраться без специальной техники. Гига жалуется, что после недавнего дождя в доме вода стояла почти до колена. Испортилась мебель и техника. Пострадал и огород. Все, что было посажено с трудом, вряд ли теперь даст хоть какой-нибудь урожай.
Во время ливневых дождей вода заходит в дом и поднимается до колена. Эта проблема существует еще с моего детства. Ливневки не чистились очень давно, они забиты. Возможности выйти для воды нету и происходит затопление. Большое спасибо администрации за поддержку и помощь. Надеемся, эта проблема будет решена. В управление городского хозяйства поступило заявление от жителей города Гал. Это улица Кецпа, улица Харазия и улица Гагаринская. Не только летний сезон, после дождливой погоды и зимний период затапливает их дома. Ну, мы создали комиссию в лице нашего начальника Дмитрия Александровича Адлиба. Въехали на место происшествия, и у них очень сложная ситуация, потому что невозможно на первом этаже жить. Идет затопление уже в течение 30 лет, вы сами видите, никто не чистил ливневки и канавы. Ну, такие ситуации, да, в многих участках в городе бывает. И по чуть-чуть думаем, исправим и стараемся как-то поддерживать людей. Не только с нашими усилиями, они тоже помогают нам. И вместе кое-как будем решать вопросы. От подтоплений страдают и другие участки города. И хоть ОГХ не раз проводила работы по очистке ливневых канализаций, эта проблема все равно существует. В них накапливается различный мусор, листья, песок, камни. Соответственно, образуются засоры, которые снижают рабочие характеристики коммуникаций. Иногда сами жители, вместо того, чтобы приводить ливневки в порядок, бросают туда мусор, что категорически нельзя делать. Если будет соблюдаться чистота и производиться своевременная очистка ливневых канализаций, проблем с затоплениями станет намного меньше, убеждены специалисты. Илона Микава, Борис Сацуа, Бату Библая, Гал Медиа. По приказу министра внутренних дел Роберта Киут сотрудники управления госавтоинспекции совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД проводят профилактические мероприятия на территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту ПСО. Все подробности в материале пресс-службы ведомства. В связи с частыми обращениями граждан и жалобами туристов на нарушение общественного порядка и ситуацию с парковкой на территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту ПСО, по приказу министра внутренних дел Роберта Киут сотрудниками УГАИ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с оперативными подразделениями УВД по Гагарскому району проведено рейдовое профилактическое мероприятие на указанном участке. По приказу министра внутренних дел Управлением госавтоинспекции Республики Абхазия совместно с Управлением экономической безопасности и противодействию коррупции на прилегающей территории к контрольно-пропускному пункту ПСО проводятся профилактические мероприятия. С водителями маршрутных такси и рейсовых автобусов проводятся беседы о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения при перевозке людей. Также проверяются лицензирующие документы на право перевозки пассажиров. Упорядочивается парковка маршрутных такси и рейсовых автобусов. С водителями маршрутных такси и легковых такси проводятся беседы. Они проверяются на состояние опьянения и проверяются документы, позволяющие перевозить людей. Ряд водителей направлены на освидетельствование на состояние наркотического опьянения и на факт употребления алкогольных напитков. За ходом рейда следил заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа. Он поручил личному составу ежедневно осуществлять контроль на данной территории. Сотрудникам поручено навести порядок на выезде с границы, упорядочить парковку машин и запретить стоянку автотранспорта в местах, не предназначенных для этого. Рейдовые мероприятия продолжаются далее. Международная научно-практическая конференция «Подвиг братских народов в борьбе с фашизмом», посвященная 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 80-летию победы в битве за Кавказ, прошла в столице. В ней приняли участие историки и общественные деятели. Алика Трапш расскажет подробности.
Увековечение памяти погибших защитников Отечества – главная цель научно-практической конференции, посвященной 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 80-летию победы в битве за Кавказ. Представители научного сообщества, общественные деятели собрались на одной площадке, чтобы обменяться мнениями о Великой Отечественной войне. Мероприятие организовано Государственным музеем боевой славы имени Владислава Арзенба совместно с представительством Россотрудничества в Абхазии и Республиканской общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Абхаз-Поиск». Летом 1942 года вся Абхазия жила в суровой прифронтовой жизнью. Жители республики в едином боевом строю отстаивали каждую пять родной земли, преграждая гитлеровцам путь к нефтям Закавказья. Народ Абхазии, несмотря на чрезвычайно сложные условия, когда враг подступал к границе республики по перевалам Клухорским, Марухским и Санчарским, самоотверженно, лицом к лицу встретил на вершине гор нацистское зло. Долгие 14 месяцев шли жестокие бои на Кавказе. И страшная цифра потерь, миллионы отданных жизней и изломанных судеб. Это очень дорогая цена, которую заплатили за победу в этом стратегически важном рубеже. Пожалуй, невозможно переоценить мужество и героизм защитников Родины, разгромивших фашистских захватчиков, оборонявших Кавказ 442 дня. Международная научно-практическая конференция – это возможность отдать дань подвигу советских солдат, труженикам тыла, которые героически защищали свои земли и не дали пройти врагу. К сожалению, в настоящее время многие пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг советских граждан в Великой Отечественной войне. Доктор исторических наук, заведующий отделом истории и объеги Аслан Авицба свой доклад посвятил исторической памяти народов Абхазии и Грузии о Великой Отечественной войне. В рамках названной идеологии в Грузии при президентстве Саакашвили настаивали на том, что в кавычках грузины участвовали не в Великой Отечественной войне советского народа, а во Второй мировой войне человечества против нацизма. Тогда же поставили вопрос о переносе празднования 9 Дня Победы с 9 мая на 8 мая. Этот процесс не мог обойтись и без знаковых событий. Политическая власть Грузии решила в декабре 2009 года снести мемориал славы в городе Кутаиси. Во всем этом, конечно, был геополитический подтекст. Кандидат исторических наук Саслан Салакай рассказал о том, как Великая Отечественная война отражена в абхазской исторической науке. Доктор социологических наук Максим Баськов свой доклад посвятил борьбе воинов-абхазов против украинского неонацизма. Международная научно-практическая конференция состояла из двух секций – военно-исторической и научно-практической. Заместитель директора Государственного музея боевой славы имени Арзенба, руководитель Республиканской общественной организации «Абхаз-Поиск» Николай Медвенский рассказал о поиске останков советских солдат в Абхазии, которые были начаты в 2012 году при участии Минобороны, пограничного отряда СГБ, МЧС, историков и продолжаются по сей день. Около 100 человек нашли. Скажем так, не всегда останки целостные, в основном дефрагментированные. Почему? Потому что, во-первых, сыпуха. Когда скелет человека может растащить на, допустим, 10 метров. Но тем не менее, его надо поднимать, этого бойца, его надо затащить в протокол эксгумации, документировать. Опять-таки, мы работаем не только на территории Абхазии, мы выезжаем, то есть мы в Ставрополе работали, под Волгоградом работали, под Ржевом работали, да, в сентябре месяце прошлого года и так далее, и так далее. То есть стараемся приглашать ребят, поисковиков сюда и, в свою очередь, приезжать туда. В работе Международной научно-практической конференции «Подвиг братских народов в борьбе с фашизмом» приняли участие в онлайн-режиме и российские ученые и историки. Аля Катрапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Продолжаются поездки в республики Северного Кавказа руководителя благотворительного фонда «Помним», депутата парламента Леонида Лакербая и представителя фонда Ляли Чимагуа. Поездки организованы в рамках плана мероприятий, посвященных 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. На этот раз путь делегации лежал в Южную Осетию и Чечню. Согласно утвержденному плану празднования юбилейной даты, одним из основных пунктов обозначено посещение родителей погибших добровольцев. Все поездки в основном финансирует правительство страны. По словам Леонида Лакербая, еще остались порядка 20 добровольцев, чьи семьи живут в разных регионах России. И им обязательно будет уделено внимание. Сделано хорошее дело.
И, конечно, я просто поражен тем, как сами родители везде, во всех этих республиках, вот сегодня тому свидетельство отношения, которое было проявлено родителями, это 15 семей погибших здесь, в Чечне. Это лишний раз говорит о том, что нам надо это все помнить. Эти люди сегодня и в возрасте уже, чьи сыновья пришли на защиту Абхазии, не пожалели жизни своей. И никто нас в этом не упрекает из них. Наоборот, они благодарны нам за то, что мы помним их. И действительно, я хочу напомнить нашим, в том числе телезрителям, что все эти родители получают пенсию, как семьи погибших у нас в Абхазии, в обязательном порядке, что комиссия, которая работает по поиску пропавших без вести, там есть и добровольцы из разных регионов Северного Кавказа, в том числе из Чечни еще 6 человек. То есть работа идет полным ходом, но самое главное, мы должны понять одно. Надо постараться чаще общаться. Мы, конечно, пригласили их всех на торжества, связанные с 30-летием Победы, это правда, и мы надеемся, что все они приедут. Но желательно делать эти мероприятия чаще. Может быть, в другом формате, но чтобы они понимали, что мы их помним. А самое главное, чтобы мы действительно помнили, знали и ценили тот вклад, который сделали добровольцы. Расширенный репортаж о поездке абхазской делегации в Южную Осетию и Чечню и о состоявшихся там встречах смотрите после выпуска новостей в рубрике «Амши Пшара и Ацу». Ускоренные курсы по изучению абхазского языка начали работать при управлении по государственной языковой политике. Курсы бесплатные. Они разработаны для тех, кто сдает экзамены по госязыку для получения гражданства Абхазии, а также для всех желающих. Первая группа состоит из 12 человек. Занятия ведет преподаватель кафедры абхазского языка АГУ Любовь Цвейба. Продолжительность курсов 4 месяца. После их прохождения будет выдаваться сертификат об элементарном уровне знания абхазского языка. 16 лет в эфире. Телеканал Абаза ТВ празднует свой день рождения. 26 июня 2007 года на экранах телевизоров впервые появилась заставка Абаза ТВ. Диктор произнес первые слова приветствия. Все эти годы телеканал радует, удивляет, волнует. Новости, передачи на различную тематику на абхазском и русском языках, кинофильмы, мультфильмы, специальные проекты для самых маленьких – все это входит в ежедневную сетку вещания канала. За годы существования телеканал Абаза ТВ успел полюбиться многим. Дороже всего внимание, любовь и критика зрителей. Мы поздравляем наших коллег с праздником и желаем им хороших новостей. Отгремел ежегодный выпускной бал в Санкт-Петербурге. В ночь с 24 на 25 июня для выпускников со всей России на Дворцовой площади прошел фестиваль «Алые паруса». 60 тысяч петербургских выпускников и около 10 тысяч молодых людей из других регионов Российской Федерации, попрощавшихся со школой, приняли самое непосредственное участие в праздничном гулянии. Почетными гостями праздника стали 430 выпускников из городов ДНР. В эти дни в северной столице находится наша съемочная группа, наши коллеги Давид Авицба и Наур Гумба. И, конечно же, они не могли не воспользоваться возможностью осветить это грандиозное мероприятие. Репортаж подготовила Сария Кварацхелия. В этот момент у Дворцовой площади проходит концерт, в котором принимают участие звезды российской эстрады. И, конечно же, открыл этот концерт губернатор Ленинградской области. Он выступил и поздравил всех выпускников с тем, что впереди у них светлое, хорошее будущее. После того, как этот концерт завершится, здесь, Троицкого моста, мы начнем наблюдать за тем, как БРИК будет приближаться к Дворцовой площади. Там же он развернется, и это все будет сопровождаться пиротехническим шоу. Ну и, конечно же, музыкальное сопровождение будет играть камерный оркестр, который уже начинает потихонечку свою работу. Ни у кого в мире нет такого праздника. Санкт-Петербург в эту волшебную ночь дарит самый волшебный мост, самую романтичную набережную и самую красивую площадь. Алые паруса, конечно, самый, наверное, крутой праздник, потому что, корабль, это ж мечта, это, как все, как писалось в книге прямо.
В этом году с «Алыми парусами» связаны сразу 3 юбилея. 320 лет назад был основан Санкт-Петербург. Век назад Александр Грин опубликовал свою повесть про Ассоль и Грея. И, наконец, 55 лет назад состоялся первый праздник выпускников в Ленинграде, положивший начало этой прекрасной традиции. Все это, конечно, располагало к тому, что шоу 2023 будет особенным, еще более красочным, впечатляющим и ярким, чем прежде. Так и получилось. Но вдобавок оно оказалось еще и самым концептуальным. Главными темами вечера стали связь времен и вечные ценности. Концерт объединил рок-легенду Чайф и звезд нового поколения, хотя и последние исполнили некоторые хиты прошлого века. А мизансцены театрализованной части шоу дали возможность каждому зрителю совершить путешествие во времени и вернуться в 1968 год. Название каждого номера соответствовало определенной временной эпохе – 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, нулевые и наши дни. Представление в акватории Невы напомнило, что любовь к родине актуальна во все времена. Все в детстве читали одну из самых романтичных повестей Александра Грина «Алые паруса». Девочки в роли Ассоль мечтали о капитане Грее, а мальчишки ассоциировали с ним себя. И только в Петербурге можно опять очутиться в этой сказке и своими глазами увидеть фрегат с настоящими алыми парусами. И вот под залпы салютов алый парус вошел в створку Троицкого моста, проследовал вдоль Дворцовой набережной, затем завершил разворот. Именно в этот момент тысячи выпускников по всей стране загадали желание, которое обязательно исполнится. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. Приглашение на «Алые паруса» в этом году получили около 60 тысяч петербургских выпускников и около 10 тысяч выпускников из других регионов России. Почетными гостями праздника стали 430 выпускников из городов ДНР, включая Мариуполь. Сарик Врасхеля, Давид Авицба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 27 июня, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 22-27. Температура морской воды плюс 23. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.